Речь пойдет в этом выпуске программы «Турбаза» о том, как нужно менять законодательство, какая вообще нужна стратегия развития туризма. Действующий закон Абхазии о туризме был принят в 2005 году. С тех пор много в отрасли поменялось, появились, например, новые виды туризма, новые услуги, которые под него не попадают. И для того, чтобы обсудить эту тему, мы пригласили в студию председателя Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслана Халваш. Беслан Викторович, большое спасибо, что с нами здесь. Здравствуйте. И с нами на связи по телефону предприниматель, эксперт в сфере туризма Адамур Мукба. Адамур, здравствуйте. Здравствуйте, Нала. Здравствуйте, Беслан Викторович. Здравствуйте, телезрители. Беслан Викторович, вы с Адамуром знакомы, поэтому я рассчитываю на такой откровенный разговор. С стороны Адамура хочется услышать, вот как бизнес себя чувствует, какие с вашей стороны, Адамур, нужны изменения. И, Беслан Викторович, я надеюсь на то, что вы, да, как законодатель, расскажете, какие инициативы сейчас рассматриваются в парламенте и что еще предстоит сделать. Итак, давайте начнем с закона. Адамур работал в Министерстве по туризму, поэтому и с этой стороны хорошо проблему знает. Вот закон был принят о туризме еще в 2005 году, и до сих пор он действует. Уже несколько лет обсуждается новый закон, но пока закон не принят, вот новый. Адамур, какие вы проблемы видите в отсутствии закона? Если мне память не изменяет, закон был принят в 2006 году, и кажется, не вносились никакие изменения и поправки к этому закону. Многие понятия, которые там прописаны, действительно не соответствуют сегодня требованиям. Более того, в части именно лицензирования, отрасли, да, то есть там понятие туроператорской, турагентской деятельности. Много лет, на мой взгляд, выдавались лицензии объектам размещения, то есть индустрии гостеприимства на туроператорскую деятельность. Ну, это не совсем, наверное, корректно было, да. То есть очень много понятий, которые уже как бы устарели. И действительно, этот вопрос, он очень острый, но для того, чтобы изучить, все остальные проблемы, да, связанные с туризмом, мне кажется, я убежден в том, что необходимо было бы, вынести этот вопрос на широкое обсуждение. Есть профильное министерство, организовать встречу с турбизнесом для того, чтобы изучить все детали. Их видение этого вопроса. Их видение, да, чтобы закон написать уже, так скажем, действенный, рабочий закон, да. Ну, с учетом интереса, в первую очередь, и вот бизнеса. Но мне кажется, в новом законе обязательно важно учесть интересы бизнеса, государства и потребителя, безусловно, то есть туриста. Беслан Викторович, в законе же еще мы должны увидеть и стратегию развития. Вообще? Стратегия развития не в рамках этого закона, а соответствующий орган госуправления, Министерство по туризму, учитывая и обобщая опыт туристской деятельности, пожелания наших ательеров, представителей этого бизнеса совместно с исполнительной властью в рамках работы исполнительной власти должны разработать стратегию развития до 30-го года, до 40-го года. Мы должны знать, что должны в этой сфере деятельности, в этой сфере бизнеса государство, что планирует делать. И вот возвращаясь к действию закона соответствующего, который принят, действительно закон по каким-то нормам, он уже морально устарел, учитывая, абсолютно согласен с Адамуром, что надо обобщать практику деятельности в этой сфере бизнеса и соответствующий орган госуправления, саккумулировав все пожелания наших представителей бизнеса, интересы государства и те предполагаемые извлечения
прибыли как представителями бизнеса, так и поступлениями в бюджет. Любая сфера бизнеса и любое законодательство, и любое администрирование, оно должно сопровождаться соблюдением разумного баланса между интересами государства, интересами потребителей и интересами тех людей, которые привлекают в эту сферу, в ту или иную сферу деятельности свои собственные средства или привлекают инвестиции. Разумное сочетание интересов, оно приведет к успеху в той или иной сфере, ну, в данном случае в сфере туризма. Мы сейчас видим, да, последнее время такой толчок для развития туризма, он есть, но тем не менее хочется, чтобы более активно развивались, и инфраструктура тоже туристическая, она развивалась более интенсивно. Но для этого, вот мне интересно, Адамур, ваше мнение услышать, как себя чувствует бизнес, чего ему не хватает. Но потом поговорим об интересах государства и вообще какой-то опыт мировой, может быть, как государство стимулирует развитие бизнеса туристического. Спасибо за вопрос. Значит, мое видение, оно следующее. Я согласен с Русланом Викторовичем. Значит, наряду с вопросом принятия нового закона должна быть разработана и утверждена общая концепция развития туризма, определены территории, да, то есть кластеры, где это в большей степени нужно развивать, где, допустим, это менее, да, какие-то, да, туристические какие-то территории. То есть здесь на самом деле очень много вопросов. Сегодняшний бизнес, по моему наблюдению, допустим, если брать индустрию гостеприимства, частный сектор уже второй год очень сильно страдает. Значит, есть большие проблемы со спросом на частный сектор. Есть объяснение тому, почему это возникает. То есть, наверное, для вас не секрет, да, вот как бы были какие-то, значит, заявления Союза, значит, как бы, да, представители турсферы, наверное, вы имеете. Турсферы, да, относительно демпинга. На мой взгляд, должен быть принят главный закон, антимонопольный закон, который позволит, значит, администрировать весь этот бизнес, в том числе. Наверное, вы согласитесь с тем, что у нас есть, значит, действенные фискальные органы, реакция которых тоже, как бы, в этом ключе она необходима. Почему? Потому что когда турпродукт продается ниже себестоимости, здесь как раз-таки вопрос и поступления в бюджет, да, то есть невозможно какие-то дополнительных здесь не о дополнительных, даже об основных поступлениях, да, от основного вида деятельности. Здесь, то есть, как бы, антимонопольный закон, на мой взгляд, принес бы очень. Я понимаю, о чем пользу. вы говорите, но это короткий период времени, да, и в этой ситуации нужно будет разбираться соответствующим органам, но это... Буквально недавно на последнем заседании нашего бюджетного комитета, в котором принимали участие представители и министр по налогам, и председатель таможенного комитета, и руководители экономического блока правительства, депутатами была озвучена определенная беспокоенность, потому что к нам тоже обращаются мелкие ательеры, представители частного бизнеса, которые имеют небольшие объекты размещения. Этот вопрос у нас находится на рассмотрении. В ближайшее время мы планируем пригласить крупных наших игроков в этой сфере и представителей туроператоров. Мы должны защитить в том числе интересы нашего мелкого бизнеса, который работает в этой сфере. И в ближайшее время мы планируем провести комитетские слушания. Эта работа идет. Мы знаем о наличии такой проблемы. Эта проблема в ближайшее время будет обсуждаться. Ну, Адамур, вот и ответ на ваш запрос. Будем ждать, как будут, да, как поступят законодатели
законодатель и как исполнительная власть в этой ситуации будет действовать? Но одновременно Адамур прав в том, что надо нам принимать и исполнительная власть, то анализ работы туристской деятельности, да, мы, может, не знаем депутаты, а те люди, которые в этом виде бизнеса, в этой сфере работают, они должны обобщать свой опыт, мы должны все совместно подготовить соответствующий проект закона, и одновременно государство не только в этой сфере бизнеса, а мы должны подготовить для всего комплекса наших услуг антимонопольное законодательство. Мы совместно в ближайшее время на обсуждениях этой проблемы, мы уже озвучивали не раз эту проблему. Я думаю, что антимонопольное, антидемпинговое законодательство в этой сфере, и в том числе в этой сфере, будут приняты. А что касается вообще поддержки со стороны государства, насколько доступ к кредитным, может быть, ресурсам есть у абхазского бизнеса для развития бизнеса? Что есть и вообще какие ставки налоговые? Как вы к этому относитесь, Адамур? А потом Беслан Викторович, как человек, который специализируется как раз на теме налогов и финансов, свою точку зрения выскажет. Что касается кредитования, на самом деле сегодня очень высокие ставки кредитования, которые, в принципе, не позволяют развивать бизнес ввиду того, что как бы наш туристический бизнес, он несет пока сезонный характер, и на короткой дистанции эти деньги обходятся очень дорого. Можно было бы длинные и более дешевые кредиты нужны. Да, какие-то отдельные виды кредитования на конкретную отрасль, на конкретный, вид деятельности, и что позволяло бы, может быть, даже это как-то разделить, да, допустим, если нет ресурсов, это, распространить на всех предпринимателей, или допустим, имели бы возможность получать те, у которых, налоговые платежи, осуществляются более, как говорится, прозрачно. Почему говорю более или менее? То есть с этим есть определенные проблемы, это ни для кого не секрет. То есть кредитование, льготное кредитование для предприятий, оно просто необходимо. Просто необходимо. Вопросов на самом деле много. Вопросы есть еще и кадровой политики, да, у нас действительно есть кадровый голод, и необходимо было бы, и с этими вопросами как-то разобраться. Почему? Потому что с тем, что мы привлекаем мигрантов на какие-то рабочие, места, у нас идет очень большой отток денег из страны, на мое видение. То есть для того, чтобы эти ниши можно было максимально заполнить, необходимо, параллельно с тем, что, определять и утверждать концепцию развития туризма, должно подключиться среднее специальное образование, да, наши техникумы и так далее. У нас есть база, на которой можно было бы все это выстроить и получить, заполнение этой ниши именно местным. Но тут проблема, конечно, более глубокая, наверное, и исключительно законами ее так быстро решить сложно, на мой взгляд, потому что не на все виды работ пойдет местное население. Вообще, эта тема отдельная, наверное, мы ее так глубоко касаться не будем. Это мировая практика. Во всем мире на всех развитых курортах привлекаются мигранты на какие-то, ниши. Это понятно, но, допустим, управленческий персонал, то есть, ряд специалистов даже технического направления, это большая проблема. Несмотря на высокую заработную плату в этой сфере. Конечно. Здесь много на самом деле вопросов. Да, действительно, это отдельная тема. Есть вопросы с классификацией, со стандартизацией услуг. То есть все это тоже нужно упорядочить для того, чтобы потребитель тоже понимал, да, то есть соотношение цены и качества. Большой закон как раз должен ответить на все эти вопросы
да, рамочный, как вы правильно Не, его но называете? закон о туристской деятельности или в действующий закон надо вносить существенные изменения, или же надо прекратить действие этого закона и одновременно, чтобы вступил в силу новый закон, который отвечает на все требования, которые... Что мешает, Беслан Викторович? Но это исполнительная власть, это соответствующий орган госуправления, в данном случае Министерство по туризму, учитывая те проблемы, которые там есть, и их пожелания, они должны разработать. Мы, депутаты, особенно те, которые не вовлечены в эту сферу бизнеса, мы не знаем, да, просто переписать чей-то закон в наш, это нельзя. Нужен максимально разработать тот проект закона, который отвечает интересам как наших представителей бизнеса, так и государства, и потребителей этих услуг. И я думаю, что соответствующий орган госуправления, он должен разработать проект закона, а мы в рамках работы Народного собрания мы будем вносить изменения, будем консультироваться, мы будем ее приводить в порядок и принимать решения по вступлению в силу нового этого закона. Нового закона. Что вы думаете по поводу существующей налоговой политики? С одной стороны, послабление, да, для бизнеса, который занимается турдеятельностью, могло бы простимулировать. Но с другой стороны, это важная статья дохода нашего бюджета. Вот где эту золотую середину? К большому сожалению, у нас и у нашей банковской сферы нету таких средств, чтобы мы могли кредитовать открытие строительства новых объектов размещения гостиниц. У нас в рамках, вот я комментирую то, что вы говорили с Адамуром ранее, хотел бы это прокомментировать, в рамках целевой программы по развитию малого и среднего предпринимательства в этом году была принята в бюджете сумма беспрецедентная и рекордная, более 300 миллионов рублей на развитие этого малого и среднего предпринимательства. В рамках этой программы выделяются определенные средства для тех людей, которые строят коттеджи, объекты размещения. Это небольшой бизнес, в который люди хотят вложиться. А строительство крупных объектов размещения у нашей банковской сферы нету таких. И сегодня, правильно сказал Адамур, сегодня такие процентные ставки, что самостоятельно взять кредит. Да, и очень большая беда, что у нас туристический бизнес по времени там может составлять там 80, 90, 100 дней, что очень мало. Мы потихонечку должны передвигаться в сторону увеличения туристического сезона. Надо думать о том, принимать соответствующим опять органам госуправления соответствующие программы по зимним видам отдыха, на какие-то праздничные дни, какие-то туристические поездки в нашу страну, чтобы осуществлялись, увеличивая туристический сезон, наши ательеры смогут быстрее окупать те затраты, которые они вложили в развитие своего бизнеса. Ну вот, как пример я приведу, важный двигатель туризма — кинематограф. В последнее время Абхазия стала популярна для российских съемочных групп. Они приезжают, снимают это, и с точки зрения бизнеса интересно, потому что туристы просто по местам съемок могут приехать. Вот стимулировать вот это направление, тот же экотуризм и там, не знаю, глэмпинги, какие-то новые направления. Вот для этого законодатели сейчас есть механизмы, через другие, может быть, законы, не закон о туризме, пока его нет, и, судя по всему, он в ближайшее время не появится, работа объемная. А может быть, через другие какие-то законы есть возможность стимулирования? Возвращаясь к необходимости разработки целого комплекса, да, государственной программы развития туризма в нашей стране, я бы особо уделил внимание необходимости развития туристической сферы в восточных регионах Абхазии. Там такое же море, оно еще чище, берег отличный, там есть места, куда могут наши туристы в горы попасть, есть места, где у нас
красивейшая страна, огромное количество мест, куда могут попасть туристы, и наши жители, где могут на обслуживание этих туристов заработать, значит, средства. Это все есть. Я бы рекомендовал бы еще раз соответствующему органу госуправления и правительству. Мы в рамках работы действующего парламента мы будем убеждать своих коллег. Я знаю, коллеги настроены на это. И развитие восточных регионов Абхазии в плане туризма нам нужно готовить целую государственную программу. А вот западные регионы наши, это Гагарский район, Гудаутский, Сухум, он уже... Они сами подтягиваются. Они не только сами подтягиваются, они должны уже классом оказания этих туристических услуг, они классом должны быть уже выше. Потихонечку. Вы поняли? Тут да, к зонированию мы постепенно мы потихонечку подходим к зонированию. Да, если 10 лет тому назад именно на таких же началах пошло развитие послевоенного туризма в нашей стране, то этот этап должен пройти наш восточный регион. Но сейчас этот процесс хаотично происходит. Если о зонировании говорить, бизнес сам выстраивает вот эти схемы? Не только бизнес. Каждый район должен разработать генеральный план развития этих районов, в котором будут отведены места для строительства отелей и других там санаториев, домов отдыха и других объектов размещения. Какого уровня отелей? Потому что инфраструктура вокруг тоже соответствующая. Учитывая исторически сложившиеся традиции в этой сфере деятельности, потому что Гагра это объект, да, это город... Ну, исторически это был курорт номер один, Пицунда, Гагра. Да. В числе И первых. уровень, класс оказания этих услуг, он должен быть намного выше, чем в среднем по стране. Адамур как раз в Западной Абхазии занимается развитием бизнеса. Адамур, у нас мало времени остается, но вот если про зонирование говорить, сейчас хаотичное развитие происходит. Как вы думаете, нужны, может быть, какие-то законодательные рамки, да, чтобы там для Восточной, может быть, какие-то послабления, чтобы бизнес туда шел и уже создавал какие-то объекты? Или как вы на это смотрите? Нала, я соглашусь, значит, с мнением Беслана Викторовича. Действительно, Восточная Абхазия, она очень интересна, и там есть большая перспектива развития туризма. В принципе, если взять опыт развитых стран в этой, значит, относительно этой отрасли, есть опыт стран, где не удавалось в рамках всей страны одновременно, значит, развивать туризм. Исходя из этого, определялись определенные территории, определенные кластеры, на которых, значит, развивался туризм. То есть были механизмы привлечения инвестиций, да, то есть самое главное, значит, это инфраструктура. Государство должно, на мой взгляд, значит, соответствующую инфраструктуру привести в порядок, а под это уже привлекать инвестиции. Инвестиции могут быть иностранные, инвестиции могут быть внутренние, да, то есть это уже как бы возможности, да, инвесторов. Что касается, значит, определения территории, действительно, в каждом районе должен быть свой генплан развития этих территорий. Значит, на мой взгляд, мы за свою практику никогда не вопрос относительно какого номерного фонда нам нужны. Нужны ли нам мини-гостиницы, нужны ли нам большие отели, да, то есть вот этот вопрос тоже нужно изучить, да, это же все исходит от ресурсов государства, как человеческого ресурса, так и опять в стратегию упираемся, какой мы хотим видеть Абхазию через 5 лет. В России, например, некоторые объекты размещения обязывают строить с учетом номеров семейного типа. Вот таким образом они стимулируют развитие семейного отдыха, внутреннего туризма. То есть вот такие в законах заложены механизмы. Мы должны понимать, Нала, что территория у нас маленькая, небольшая, особенно ее прибрежная часть.
максимально при разработке генпланов наших городов и районов, особенно которые расположены на берегу моря, мы очень эффективно и очень скрупулезно должны к этому относиться, потому что это особо ценные земли, которые мы эффективно должны использовать. А размещать там объекты малого туризма мы не сможем. Будем надеяться... Я совершенно согласен. Да, Дамур, Беслан Викторович, будем надеяться, что в ближайшее время в парламенте начнется обсуждение нового закона о туризме, и мы будем рады вас видеть здесь в студии. Продолжим наше обсуждение. Спасибо, что были с нами в студии. Дамур, большое спасибо, что с нами на связи по телефону. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Я напомню нашим слушателям, мы говорили о действующем законе Абхазии о туризме, о том, какая стратегия развития туризма нужна республике, а помогал нам в этом председатель Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. По телефону с нами на связи был предприниматель, эксперт в сфере туризма Дамур Мукба.